Министерство образования и науки Ингушетии готовится к сотрудничеству с Московским физико-техническим институтом. Заместитель министра образования Ахмед Парагульгов организовал встречу преподавателей общеобразовательных учреждений точных наук с доцентом МФТИ, где говорили о поступлении ингушских школьников в заочную физико-техническую школу при институте. Муслим Ганеев продолжит тему. Ученик, который там учится в какой-то горной школе там, в Ингушетии или там в какой-то другой республике, он уже находясь в своем ауле, он будет в курсе современных образовательных трендов. Что дает обучение в заочной физико-технической школе Московского физико-технического института, рассказывает доцент кафедры общей физики вуза Азим Нухов. Ее ученики 4 года углубленно изучают такие науки, как физика, математика, информатика, химия. В специальной школе дают знания, которые в обычной учащийся не получит. ЗФТШ – это есть та лестница, это заочная физико-техническая школа. Это как раз-таки есть та лестница, по которой можно подняться и поступить в МФТИ. То есть фактически, чтобы поступить в МФТИ, нужен очень высокий уровень подготовки. Но обычные стандартные школы, к сожалению, в большинстве не соответствуют этому уровню подготовки. Поэтому, учась в школе, параллельно, если ученик будет учиться по программе ЗФТШ, соответственно, у него к 11 классу будет соответственно высокий уровень, и он сможет поступить в МФТИ. В моем примере было именно так, что я учился за ФТШ, у меня школа была, в Махачкале, это в Дагестане. И, соответственно, мне это очень многое в жизни дало. И поэтому я сейчас даже не представляю, что, не учась за ФТШ, насколько будет трудно какому-нибудь ученику из какой-то далекой глубинки поступить в МФТИ. Заочная физико-техническая школа – это бесплатные образовательные программы от одного из лучших вузов страны. Она работает уже более 50 лет. И при обучении учтен опыт школы с использованием современных технологий. Работа ЗФТШ, она так построена, что большинство преподавателей ЗФТШ – это студенты МФТИ. И, как правило, если у нас есть студент, допустим, из Ингушетии, то с учениками Ингушетии работает именно данный студент. Чтобы вы понимали, что студенты МФТИ – это очень высокого уровня ребята, это победители многих олимпиад, и поэтому, конечно, работая именно с такими молодыми, высокого уровня ребятами, то есть и для учеников школ обычных будет довольно очень интересно, это будет каким-то дополнительным стимулом даже. В школу поступают после окончания 7 классов. Обучение проходит параллельно школьному, что не влияет на учебу, но дает дополнительные знания точных наук. По окончании школы учащийся получает диплом, а отличники еще и 10 бонусных баллов к ЕГЭ по профильным предметам при поступлении в Московский физико-технический институт. Участие в ЗФТШ, его преимущество то, что у человека формируется, у ребенка, индивидуальная траектория его развития его потенциала. Когда есть конкретная программа, расписана на 2-3 года, когда есть доступ к огромному количеству методической и теоретической базы, есть доступ наставникам как на месте, так и наставникам, которые будут закреплены от МФТИ за этим учеником. Я считаю, что у этого ребенка шанс поступить в вуз, повысить уровень его конкурентоспособности на фоне остальных абитуриентов возрастает в разы. И я считаю, что с точки зрения создания технической элиты нашей страны, и в частности региона, это действительно стратегический задел. То, что мы сегодня делаем и пытаемся воплотить в жизнь. Отделения школы открыты по всей стране. Ежегодно там обучаются в среднем 20 тысяч учащихся. Работу в факультативных группах при общеобразовательных учреждениях в регионах ведут свыше 1000 учителей физики и математики, которые также совершенствуют свои знания. Это тоже новый вызов получается, повысить уровень своих знаний получается, как преподавание физиков, как работы с такими одаренными детьми. Именно в этой системе ЗФТШ. Для меня это тоже большой плюс, конечно. Все-таки учитель остается учителем только до тех пор, пока сам учится. Он должен развиваться, он не должен останавливаться на достигнутом. И я стараюсь не отставать от современных трендов и пытаться поддерживать данные тенденции.
Заочная физико-техническая школа открыта в сентябре 1966 года. Ее цель – создание дополнительной образовательной среды для старшеклассников, которые изучают точные науки. Она помогает развитию интеллектуального потенциала школьников и формирует у них потребность к продолжению образования и саморазвития, а также помогает в профессиональном самоопределении. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.